Добрый вечер. В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». В Абхазии более 1500 официально зарегистрированных памятников историко-культурного наследия. Какие меры нужно предпринять, чтобы сохранить это культурное наследие, и о новой концепции, разработанной по поручению президента Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия, мы поговорим сегодня с заместителем министра культуры и охраны историко-культурного наследия Баталом Кубахи. Батал Самсонович, добрый вечер. Добрый вечер. Министерство культуры одним из первых выполнило поручение президента, озвученное в ежегодном послании парламенту. Вы подготовили концепцию развития культуры, документ этот объемный, но вкратце, если могли бы вы рассказать, что представляет собой этот документ? Документ мы недавно на расширенном заседании коллегии принимали, была масса журналистов, достаточно подробно описали, я не буду говорить, но в 2-3 словах это в чем? Любое управление нуждается в систематизации, должна быть концепция. В связи с тем, что была выработана государственная концепция по управлению страной, и это вот Центр стратегических исследований, то необходимость возникла, и чтобы различные ведомства рассказали о своих приоритетах, как они будут делать. В общих чертах это, вот мы представили концепцию, в которой мы четко сказали о своих принципах, механизмах, направлениях по развитию культуры. В принципе, там нету ничего заоблачного. Все то, что в течение вот этих 1,5 лет, что вот мы работаем в Министерстве культуры, охраны истории культурного наследия, то, что мы делаем. Основные направления, механизмы реализовываются. Мы считаем, что будем дальше. В 2 словах там обозначены совершенно все группы населения в Абхазии. Это социально уязвимые. Включение в культурное пространство страны не должно иметь ограничений. И это социально уязвимые. Это по этническому принципу, по гендерному балансу. После того, как она уже будет принята окончательно утверждена, я думаю, что мы опубликуем на нашем сайте. В первую очередь, когда мы говорим о политике в области культуры, то, на мой взгляд, наиболее актуально сейчас поговорить об охране памятников историко-культурного наследия, которыми богата наша республика. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой сюжет, а потом мы продолжим с вами беседу. Давайте, с удовольствием. У нас в городе очень мало осталось теперь этого сухума. Вот, поэтому пишу сейчас в основном даже одно и то же. В этом месте еще какой-то дух его сохранился. Угол улиц Лассури и Папаскири – одно из немногих мест в столице, где все еще можно ощутить дух прошлого. Памятники истории здесь буквально на каждом шагу. Некогда роскошное строение, теперь трудно узнать. Когда-то здесь кипела жизнь. Заросшее растениями полуразрушенное здание было домом художника Александра Шервашидзе-Чачба и актрисы Натальи Будковской. Объект причислен к памятникам историко-культурного наследия. Со временем постройка начала 20 века была приватизирована, но, как говорят жители близлежащих домов, новые владельцы работы по очистке территории ни разу не проводили, и памятник архитектуры медленно погибает. Это тоже историческое здание. Его вообще-то кто-то выкупил уже, но никак у них руки не доходят до этого здания. Стоишь перед этим прекрасным зданием и невольно представляешь все, что происходило в нем. Можно знать сотни дат и фактов, но ничто не может заменить живой встречи с историей. На такое способно только искусство. Чернявского, дом 8. Значит, там внизу живут соседи, которые смогли сделать ремонт себе. Значит, они имеют возможность. А я, пенсионерка, не имею возможности сделать ремонт. А это исторический дом. Но вот крышу нам перекрыли. А вот там стены облупили, штукатурка, все. Я не могу туда подступиться. Там нужна леса, материал, работа. У меня нет такой возможности. Я всего лишь пенсию минимальную получаю. Татьяна Сотникова – пенсионерка. Почти 50 лет она живет в здании, которое также относится к памятникам истории. Квартира ее расположена на последнем этаже. Несмотря на все усилия, самой провести ремонт квартиры ей не под силу. Пенсии для этого явно недостаточно. Таким образом, большинство памятников архитектуры по тем или иным обстоятельствам находятся на грани разрушения. Батал Самсонович, а вот что делать с объектами, которые были приватизированы? Кто должен вообще следить за их состоянием? Кто ответственность несет вообще? Во-первых,
если взять этот репортаж, да, Это как пример. Это качество примера. Дело в том, что вот есть концентрация памятников культурного наследия, в частности, в городской среде архитектурного наследия. Это вот в Гаграх, это в Сухуме проблема, это в Гулюрипше такой массив есть. Существует несколько форм отношения людей к памятникам. Это когда они в собственности находятся, бывают дома памятники культурного наследия, которые передаются из поколения в поколение к собственникам. Таких домов не так много, но они есть. Есть объекты культурного наследия, которые приватизированы за последние 22-23 года. И есть объекты культурного наследия, которые находятся в аренде. И есть объекты культурного наследия, которые не находятся. В основном это средневековые, культовые и так далее памятники. В соответствии с законом там прописано то, что собственники несут полную ответственность за сохранение облика здания, в котором они пользуются. Вот я понимаю эту женщину, которая говорит о том, что она пенсионерка, и очень сложно привести дом в надлежащий вид в соответствии с требованиями историко-культурного наследия. С другой стороны, есть много госструктур, несущих ответственность. Когда дело касается жилого фонда, это местные органы должны нести ответственность. Когда дело касается объектов, которые никому не принадлежат, а они являются государственным объектом, это должно быть отражено в госбюджете. Вот сразу вам скажу, за 23 года независимости Абхазии в бюджете Абхазии никогда не была отражена строка по реставрации, консервации памятников культурного наследия. Я считаю, что нам пришло время, и об этом говорил президент, пришло время, чтобы при формировании бюджета была отдельная строка, вот как на различные, на образование, социальное, там, медицинское и так далее, строка, которая будет касаться объектов культурного наследия. В данной ситуации женщине надо обратиться в местные органы за ремонт, а местные органы должны будут оповестить нас, и мы должны им дать архитектурно-реставрационное задание о том, как должен быть проведен ремонт, чтобы не повредить какие-то элементы декора или особенности архитектурного памятника. Как быть с тем домом, который мы видели? Вот есть владельцы, я не знаю, кто владелец. Да, это хороший вопрос. Вы знаете, у нас на сегодняшний день очень много объектов историко-культурного наследия особой значимости были переданы архитектурные. Речь идет об архитектурных, там есть особенность, они приватизированы. То есть собственники несут полную ответственность за сохранение содержания. И в то время, когда они приватизируют, они дополнительно получают обременение, определены сроки, в течение которого они должны восстановить, во всяком случае, фасад. В случае нарушения сроков реагировать должна прокуратура или министерство? Госорганы, те, которые им продали, Государственный комитет по приватизации. Управление госорган по охране памятников не сдает в аренду, не продает. Она осуществляет только надзор над законностью любых операций над этими объектами. Госкомитет и местные органы либо сдают в аренду, либо продают. Они, естественно, должны просматривать сроки нарушения. Мы, конечно, со своей стороны тоже должны им дополнительно подстегивать и писать, но, к сожалению, мы не успеваем. Это работа, которой мы сейчас занимаемся. Кстати, в последнее время проблема защиты памятников историко-культурного наследия выставлена на высший государственный уровень. Да. И давайте посмотрим, что говорил президент Рауль Хаджимба по этому поводу, выступая на одной из конференций. Хорошо, я-то знаю, что он говорил, но посмотрим. Интересно еще раз вспомнить и нашим телезрителям показать. Историко-культурного наследия в Абхазии приобрела актуальность и новое звучание. Вопросы сохранения памятников были вынесены на высший государственный уровень. 29 декабря 2015 года впервые был принят государственный список объектов историко-культурного наследия в Абхазии, включающий 1535 единиц. Не сомневаюсь, что список будет расширяться. В него войдут новые объекты, учтенные в том числе в рамках соответствующей целевой программы.
впервые, да, вот за 20 с лишним лет проблема получает такую оценку. Во-первых, что я хочу сказать. Я очень благодарен президенту, что в своем ежегодном послании он посвятил целый огромный большой абзац о значимости культурного наследия. Можно сказать, это впервые за 23 года из уст гаранта Конституции звучит о том, что наше культурное наследие является составляющей нашей идентичности, составляющей нашей истории, без сохранения которого мы не можем идти вперед. Это очень важно. А в процессе целевой инвентаризации объектов культурного наследия, который на 3 года нам профинансировали, мы получили финансирование за первый год, начали работу, с 11 мая начинается интенсивно работа по заповедникам, да. И мы в процессе, президент совершенно справедливо заметил, что в процессе инвентаризации какие-то объекты, возможно, будут выведены, а какие-то новые будут введены. Скорее всего, пополнится список. Скорее всего, пополнится, потому что, соответственно, законам гораздо легче ввести и очень сложно вывести. За последний год вообще несколько историй с разрушениями памятников историко-культурного наследия всколыхнуло общество. И последнее — это разрушение дома купца Качикяна по улице Пушкина в городе Гудаута. Давайте еще раз посмотрим эти кадры и покажем нашим телезрителям, что там произошло. Неприятно, но давайте. Получается, что владельцы этого объекта говорят о том, что они не знали. Местные органы говорят, что у них и не спрашивали. И все-таки кто несет ответственность за это разрушение? Незнание закона освобождает от ответственности? Тут не освобождает никого, ни в какой стране мира. И у нас тоже в соответствии с нашим кодексом незнание закона не освобождает от ответственности. Речь идет о том, что тут не было вопроса о том, что кто-то не знал, что это памятник культурного наследия. Я сейчас не собираюсь сдаваться в такие впрения с кем-либо, но это будет доказано в другом порядке. По данному объекту, честно говоря, впервые управление по охране памятников, то есть департамент по охране, сейчас он в министерстве находится, впервые в истории Абхазии лично мы подали в прокуратуру. В течение 2 месяцев прокуратура рассматривала нашу жалобу по поводу сноса памятника культурного наследия. Потом оно нам написало, что не видит состава преступления, и основания там были, что собственник не знал, что это памятник архитектуры, что не было охранной доски и что он не был предупрежден. А потом, в общем-то, он сказал, что, в общем-то, он не собирался его разрушать, он собирался там немножко его почистить, но здание было ветхое. Вы знаете, в чем дело? Такие заключения экспертизы, это разрушение или в результате очистки, должны экспертизу давать правоохранительные органы. Мы в акте все это описали, что это был факт разрушения. Мы были недовольны решением прокуратуры, и сроком установленное время, собственно, в пятницу нам дали, в понедельник мы обжаловали решение прокуратуры в судебном порядке. Вот сейчас мы ждем вторичное расследование. Какое бы ни было решение прокуратуры, даже если она считает, что там не было состава преступления ни административного, ни уголовного, и она прекращает дело, это абсолютно не значит, что на этом дело заканчивается. Мы вправе тогда в административном порядке подавать в суд, а суд будет рассматривать, оставить его в административном или перевести в уголовном. Давайте посмотрим, что сейчас в прокуратуре. Мы поинтересовались, что они говорят. Мне тоже интересно, потому что я жду. А что они говорят? Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Уже 20 января было принято в производство Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению лиц, в том числе и должностных лиц администрации Гудаутского района, виновных в сносе, и по привлечению их к ответственности. В общем-то, ничего нового нам не сказали. Ничего нового не сказали, но, вы знаете, давайте так скажем, последние 2 года, скажем так, такая актуализация в сфере культурного наследия. Сегодня, скорее всего, мы стоим на пороге другой жизни, когда уже такие самые актуальные, такие базовые,
базовые требования к жизни нормального человека выработаны, люди хотят думать уже немножко об своей истории, о своей культуре. То есть мы возвращаемся к истокам. И это нормально, это правильно, что мы начинаем думать. И люди стали реагировать на то, что происходит. Впервые вот такой прецедент существует, вы обратились в Да, прокуратуру, да. но пока решения нет. Если бы был такой прецедент, если бы хотя бы один виновник был наказан, как вы думаете, это позволит ситуацию как-то изменить? Не совсем, потому что если почитать административный уголовный кодекс, те наказания, которые применяются, там бывает административная часть уголовная, там максимально это к объектам особой значимости, таких как, например, Лыхнинский храм или Мокский, 250 тысяч штрафа. А в основном от 50 до 150 тысяч штрафов. Смотрите, кто сегодня покупает вот такие замечательные особняки, которые вы показывали? Чачев, это же вообще уникальный памятник архитектуры, во-первых. Там, богатые. Да, но для них, возможно, уплатить такой штраф не будет большой проблемой. Штрафы поступают не в Министерство культуры, чтобы люди знали, что мы это делаем не потому, что к нам поступают эти деньги, мы ими распоряжаемся. Они поступают в госбюджет. Вот раз такие мизерные у нас штрафы, может быть, мы знаем, что реставрация это дорогое удовольствие, да? Может быть, иногда владельцы сознательно это делают, потому что выгоднее заплатить этот небольшой штраф, нежели сделать реставрацию. На самом деле у них превратное представление о том, что такое выгодно. Выгоднее для владельцев таких особняков привести в дом тот вид, в котором он был, он приобретает актуальность, значимость и повышается стоимость этого здания. Памятники архитектуры разрушены, восстановлены в своей стоимости потом не будет стоить столько, сколько... Но он уже не является же памятником. Нет, не совсем. Не совсем, так, да? Не совсем так. Вы знаете, в чем дело? У нас, в соответствии с законом, памятник вписан, даже если его разрушили, чтобы вывести его, нужно до вывода этого памятника должно быть судебное решение. Мы будем его восстанавливать. Во-первых, мы затронули вопрос насчет санкций. Это же все о погрешности нормативно-правовой базы. Закон об историко-культурном наследии принимался во времени в пространстве, когда санкции в 250 тысяч казались безумными и достаточно большими. Мы пытаемся внести в такие крапления нормативно-правовые акты. Мы изменяем инструкции по охране, надзору и пользованию объектами культурного наследия. Мы будем вносить поправки в действующее законодательство, в том числе, когда это будет касаться санкций. О законодательстве отдельно хочу поговорить. Да. Мы пообщались с депутатом Ахрайбжане. И какие проекты готовятся в поддержку вашей политики? Это было бы Давайте хорошо. Послушаем. Конечно, ужесточим наказание за нарушение обликов, интерьеров, вообще общую сохранность этих объектов, так как они являются нашим общим достоянием. Во-вторых, мы сейчас в первом чтении приняли, и я надеюсь, в ближайшее время во втором и окончательном чтении примем кодекс градостроительный и строительный кодекс, где буквально просто по статьям, по пунктам в этих статьях описаны то, каким образом вы можете обращаться с объектами культурного наследия, если вы являетесь собственником, либо если вы претендуете на приобретение, аренду и так далее. Очень важную роль в этом будет играть и программа государственного кадастра, которая сейчас проводится и должна быть завершена. Если будет четкая система информированности и, главное, неизбежности, с одной стороны наказания, с другой стороны соблюдение всех правил, я думаю, у нас там проблем поубавится. Вы не создадите нового здания, пускай хоть там 10 этажей будет, которое стоило бы по рыночным ценам столько, сколько это разрушено. И это тоже надо, чтобы наши граждане понимали, надо просвещать через ваше телевидение. Пускай будет отдельная программа. Приглашайте архитекторов, историков, художников, пускай они это говорят. Пускай молодежь тоже это знает. Тогда с исполнением законов таких проблем, просто такие, я не знаю, какого-то дикого характера не будет. Новые проекты готовятся. Да, кстати, на самом деле то, что говорит Ахра Юрьевич, совершенно справедливо. Градостроительный кодекс
мечта о принятии которым существует даже в бытность мою депутатом парламента, мы так это не сделали. Если она когда-нибудь осуществится, это будет какая-то определенная защита. К нему, если мы внесем новшества, изменения, санкции, налогообложения и так далее в отношении закона о историко-культурном наследии, то будет нормально. И плюс еще есть еще один закон, который он не сказал, об особо ценных землях и территориях, которые как бы охраняют территории, принятые как заповедниками, лесопарками, памятниками природы. Вот эти три закона, которые сегодня защищают и регламентируют как бы вот использование. Но градостроительный кодекс нам просто необходим. Без него мы просто задыхаемся, мы находимся все время в правовом вакууме. Еще об одном памятнике историко-культурного наследия, вот, находящемся в столице, мне хотелось бы отдельно поговорить. Это Сухумская крепость, на территории которой планировалось строительство ресторана фирмы «Абхазская ривьера». Этот объект ими был взят в аренду на 49 лет, насколько мне известно. Это было сделано 5 лет назад. Да. И вот сейчас разгорелись споры. Министерство культуры выступает против такой застройки, с одной стороны. Но с другой стороны, эта фирма говорит о том, что мы пообщались с ними, что они имеют все необходимые документы, прошли все экспертизы, учли мнение ученых, ученого совета, подготовили проект восстановления этого ресторана, который там и находился. Как вы собираетесь отстоять свою точку зрения и препятствовать этому строительству? Собственно, да, вопрос достаточно такой спорный, и мы делали несколько заседаний научно-методического совета. Могу сразу сказать, что большинство членов, там 15 человек, из 11, скажем, предпоследний раз, только 3 были против, в том числе я, там еще пару человек, Сурам Сакани и Игорь Цвинаря. Другие были за, объясняя тем, что и так все это разрушается, лучше ресторан. Но дело в том, что это нюансы. Вот самое главное, почему претензия Министерства культуры, когда к нам обратились арендаторы 1,5 года назад, чтобы мы подписали договор, который, собственно, уже был подписан управлением. Когда мы стали изучать материалы, мы, в общем-то, пришли к выводу, что по закону об историко-культурном наследии управление, Госкомитет по управлению по охране памятника, который существовал, не имел права сдавать в аренду объекты культурного наследия. Этим правом обладали только государственные органы, комитет по приватизации и местные органы. Это первое, а самое страшное то, что там совершенно четко у нас прописано, что объекты культурного наследия руинированы, это имеется в виду средневековые и археологические, вообще не сдаются в аренду ни на каких условиях. Речь идет о том, что мы сделали свое заключение, что мы не можем подписать, потому что бывшее управление, мы правопреемники Министерства культуры, не имеет права подписывать договор о сдаче в аренду руинированных объектов. С другой стороны, у них все это подписано. Но я думаю, что это должно в законном порядке. Мы не обладаем правом толкования закона. Мы дали свое понимание закона, как он есть. А сейчас прокуратура этим занимается. Незавершенный процесс, он на стадии. Я и сегодня с ними говорил, и они должны обратиться к нам еще раз письменно. Почему мы отказываем, мы им напишем более обстоятельно. Это тоже материал, тут страниц на 20. Тем временем представители общественности также выступили против застройки этого уникального памятника истории и обратились в открытом письме в Министерство культуры. Одно из первых его подписала Арда Иналыпа, директор Центра гуманитарных программ, и мы записали ее комментарий отдельно. Ведь незаконно. Закон об охране памятников, о заповедниках, о заповедной зоне запрещает любое строительство. Решение было сформулировано таким образом, что это строительство является реставрацией ресторана. Я считаю, что это издевательство, потому что ресторан – это была легкая постройка в 50-е годы. Такое решение могло быть только если бы это была реставрация. И они оформили его как реставрацию памятника, посчитав памятником ресторан 60-х годов.
Я считаю, что с этим мириться мы не должны. Другое дело, что в данной ситуации бизнесмены оказались в каком-то смысле вот введенными в заблуждение. Они все документы оформляли так, как им говорили, выполняли многие очень условия и требования с проектами, переделками и так далее, и так далее. И поэтому при решении этого вопроса сегодня должны быть учтены их интересы обязательно. Мы очень надеемся, что спонсоры, мы знаем, что спонсорами являются очень уважаемые люди из России, поймут вот нашу озабоченность и нашу боль, что охранные зоны и заповедные зоны собираются нарушить. И поддержит наше вот компромиссное решение найти другое место на территории Сухума для строительства ресторана. Какой компромисс можно найти? Ведь бизнесмены вложили в это тоже немалые деньги, Ну, эти проектов. Хороший бы компромисс был, если бы им предоставили не менее значимое место, хорошее, где они могли бы свой проект осуществить. Потому что тот проект, который мы видим, он вообще не имеет отношения к проекту реставрации самой Сухумской крепости. Это уникальный памятник особого значения, раз его делать заповедником. То есть он стоит в ряду с Лыхнашта, Мукашта, вот с такими храмами, то Пицунским храмом, наряду с ними стоит особой значимости. Мы не имеем права подписывать, потому что есть нарушение закона. Ну вот я так понял, что, честно говоря, я думал, они на нас подали в прокуратуру, а выяснилось, что прокуратура, сегодня это мне узнал, что она возбудила по факту, то есть через СМИ она услышала вот обращения всякие, видела репортаж, и они выясняют сейчас законность того договора или иного. Кабинет министров считает, что мы просто должны подписать, потому что у них все разрешительные документы есть. Наша экспертиза говорит о том, что вот мы не можем подписать договор, потому что он был неправильно подписан. Экспертиза администрации президента Республики Абхазия совершенно четко сказала, что в таком случае это должно быть в судебном порядке решаться данный вопрос. А как вы вообще относитесь к коммерциализации памятников истории? Я неплохо отношусь, но это должно быть прописано в законе. Коммерциализация сейчас как бы в системе историко-культурного наследия воспринимается так. В России, например, и в Европе есть как такие. Экскурсионные объекты, если... Нет, они передаются бесплатно арендаторам, пользователям, но там такие обременения, что они обязаны восстановить научный проект, это все, оплатите раскопки, проекты, восстановления. А если они в сроки это не сделают, там такие санкции будут, что он вообще не будет иметь и того, что у него за условия за выгодные объекта. Для государства. Да, это первое. Что касается коммерциализации, есть объект в соответствии с законом об историко-культурном наследии, все объекты культурного наследия открыты и доступны для граждан и неграждан страны, для туристов. Хорошая система коммерциализации, когда деньги, полученные за посещение памятника, идут на его восстановление. И плюс там рабочие места. И, наконец, подводя итог нашей беседы, как сделать так, чтобы наше наследие, культурное, историческое наследие стало не только нашим достоянием, но и достоянием для будущих поколений. Ну, мы с вами, как и в жизни, пришли к тому, с чего начали. Вот такая спираль с концепцией. Система оповещения система просвещения и образования людей. Люди должны знать, где они живут, на какой территории, что находится у них под ногами. Как вот то, что находится у них под ногами и рядом в руинах, определило сегодняшнее их состояние. Возможность стать страной, народом, государством с большой культурой. Это код нашей идентичности. Об этом говорил послание президента. То есть, если мы сегодня разрушаем память культурного наследия, это не просто их разрушение, это тем самым мы разрушаем нашу историю, нашу память. У нас есть сайт Министерства культуры и Facebook-страница. Я благодарен многим, которые часто нам пишут или в привате, или на странице о том, что разрушается тот или иной объект. К сожалению, мы не можем иногда охватить всю Абхазию, нас очень мало. Я буду благодарен всем, которые пишут на наших страницах о таком, не очень хорошем отношении к тому или иному объекту. Даже если они ошибаются, мы потом проверяем. У меня на этом все. Батал Самсонович, спасибо вам за беседу. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили о сохранении памятников историко-культурного наследия. Увидимся через неделю.
для сегодня.